Салям алейкум, в эфире АТР. В прямом эфире мы работаем. Программа «Истикамет», что означает направление, правильный путь. И сегодняшний правильный путь мы будем искать с нашим гостем, муфтием Крыма Айдером Бейм Рустемовым. Рустамом, чок сау, келген зачон, хош келденас. И сегодня мы поговорим про демографию среди крымстарского народа, про ассимиляцию, которая происходит, и о продолжении рода. А зрителям напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и если есть у вас вопросы, звоните, телефоны указаны на экранах. Айдерби, начнем наш разговор и начнем с того, что если говорить о Крымском ханстве, нашем государстве, которое было, то численность крымских татар, 3 века назад, численность крымстар достигала до 2-3 миллионов. Но почему-то по истечению этого времени наша численность уменьшилась в разы. С чем это может быть связано и почему так происходит? أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Очевидно, что все это связано с политикой. То есть в 1784 году, согласно официальным данным, после того, как Российская империя оккупировала Крым, по прямому указу князя Потемкина было истреблено, уничтожено 30 тысяч крымских татар. Ну и потом, соответственно, как и сейчас, в принципе, мало чем что отличается, создавались такие невыносимые условия, что люди начинали искать новые места как бы для жизни, для поиска удела. И там была волна переселений, то есть волна переселений в Турцию. То есть, по официальным данным, опять же, около 600 тысяч крымских татар переселились в Турцию. Ну, естественно, в пути там наверняка были также жертвы. И это продолжается вплоть до наших дней. То есть, получается, также еще следует здесь отметить, что в 1918 году, когда большевики пришли к власти, разогнали Курултай, был убит зверски Науман Челебеджи-хан. Также было казнено, опять же, по официальным данным, около 600 активистов крымстарского национального движения. Ну и наверняка там были еще и другие жертвы, о которых мы, может, не знаем, не написано, это не зафиксировано. Также в дальнейшем, когда уже шла коллективизация, то есть в период уже становления Советского режима, Союза, да. То есть там, получается, опять же, да, то есть были выявлены так называемые кулацкие семьи крымских татар. И около 30 тысяч по официальным данным. Также они были, то есть, уничтожены, истреблены, разогнаны. Также в период Голодомора, который был, то есть в 1922 году, то есть, опять же, по данным, которые есть, там разные данные фигурируют, но порядка 75 тысяч крымских татар. Ну, может быть, эта цифра и завышена, потому что и упоминаются и другие данные. Но в любом случае эта цифра исчисляется тысячами. То есть тысячи крымских татар тоже также погибло от голода. Вы сказали про 18-й год, когда Наумана Челебеджи-хана по приходу большевиков его убили, расчленили и отправили, выкинули в море его труп. В этом случае, если бы лидер наш остался бы, то в этом случае люди также продолжали бы уезжать, не продолжали бы. Может быть, присутствие лидера в Крыму удержало бы людей тогда? Наверняка ход истории был бы иначе. Скорее всего, да. Но сейчас у нас есть сюжет, подготовленный про демографию Крыма и о том, как численность крымских татар менялась. Давайте посмотрим этот маленький репортаж и потом продолжим нашу беседу. До аннексии Крыма Россией в 1783 году Крымское ханство было почти моноэтническим государством. Крымские татары составляли в нем свыше 92% всего населения. В течение примерно 1,5 столетий с 1783 до 1944 года крымские татары пережили 3 крупнейшие демографические катастрофы. В результате первой с 1783 по 1854 годы численность крымско-татарского населения в Крыму сократилась в 4 раза. В результате второй, эмиграции 1860 года, численность народа сократилась вдвое от состоявшейся накануне Крымской войны. В результате третьей демографической катастрофы
депортации в мае 1944-го практически все крымские татары были выселены из Крыма. После этой операции погибло более 46% депортированных. Во второй половине 1980-х годов началось возвращение крымских татар на свою историческую родину. По переписи 2001 года их численность в Крыму составила 243 тысячи человек. С учетом естественного и механического прироста населения, численность крымских татар к началу 2014 года приблизилась к 300 тысячам человек. После аннексии Российской Федерации Крыма за период с 2014 по 2016 год Крым покинуло более 10 тысяч крымских татар. Друзья, мы сейчас увидели статистику, как менялась численность крымских татар в Крыму, и после уезда крымских татар из Крыма, после эмиграции крымских татар, мы знаем, что привозили русских с России, привозили, заселяли Екатерина, все остальные и другие правители. Для крымских татар, если говорить, это все-таки испытание или же наказание? Вот такие все беды, которые приходят на долю крымских татар. Испытание. Испытание, которое мы должны пройти надлежащим образом. И это испытание, оно продолжается для того, чтобы наш народ вернулся полностью к своим истокам. То есть наш народ, он народ, который постоянно был борцом. То есть он был борцом, боролся. То есть мое личное мнение, мое личное убеждение, что Аллах Субхану ва Тааля подвергает нас этим испытаниям, чтобы мы вернулись на верный путь. И поэтому, наверное, наша передача называется «Истихамет». Вот мы с вами вместе его ищем. Угу. Мы говорили, что в начале передачи будем говорить про семью, про ассимиляцию и все остальное. И говоря о браке, в чем цель брака и в чем мудрость брака с точки зрения ислама, если говорить? Цель брака заключается в том, чтобы мужчина и женщина обрели совершенство. Потому что сам по себе мужчина, он не является совершенным. То есть он нуждается в другой половинке. И Аллах Субхану ва Тааля так создал людей. То есть он создал таким образом мужчин, что мужчины нуждаются в женщинах. И женщин создал таким образом, что они нуждаются в мужчинах. И следует также отметить, что Аллах Субхану ва Тааля подчеркивает это и называет это своим знамением. И он говорит, что это является одним из его знамений, как это говорится в суре Рум, то, что он создал из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение. Поистине в этом есть знамение для людей размышляющих. И это действительно так. То есть в браке, получается, мужчина, то есть помимо того, что он удовлетворяет свои естественные потребности, инстинкты, опять же, также заложенные Всевышним в него, то есть он еще очень важно находит успокоение. И то же самое касается и женщины. И это очень важно понимать. Почему? Потому что молодежь, ну, из моих вот личных как бы наблюдений, да, которая оттягивает в своей жизни женитьбу, Процесс созидания семьи. Процесс созидания семьи, да. Они всегда это для себя обосновывают тем, что они ищут какой-то путь, свое предназначение и так далее. Но в любом случае, да, то есть мой совет всем юным девушкам, всем юным парням, то есть это нельзя откладывать в любом случае. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: о собрании юношей, женитесь. То есть тот, кто из вас может нести бремя женитьбы, пусть женится. Ведь поистине это будет способствовать тому, что человек не будет смотреть на запретное, будет оберегать свои половые органы от запретного. То есть он это так пояснил. Вот. То есть получается, поиск жизненного пути юноши или девушки не должен препятствовать этому факту, потому что это природа. То есть природа, которую Аллах Субхану ва Тааля создал, и Он ее создал таким образом, что нельзя выйти за эти рамки. А если мы будем выходить за эти рамки, то в любом случае мы будем страдать. Страдать каким образом? То есть человек будет просто несчастным. То есть
отсюда, в принципе, и появляются такие явления в обществе, как гомосексуализм, лесбиянство. Любое отклонение в обществе, оно появляется только тогда, когда люди начинают отклоняться от той природы, которую Всевышний заложил изначально, то есть в творении. А Аллах Субхану ва Тааля все создал совершенным. То есть одно выполняет какую-то функцию и дополняет, конечно, да. То есть это связано абсолютно со всем миром. И флорой, и фауной. То есть и люди в этом смысле, они тоже не являются исключением. Более того, то есть люди являются ключевым моментом, поскольку все, что создано в этом мире, оно создано для людей в этом мире. Как это подчеркивается в аятах и говорится: и Он создал для вас все, что есть на земле. Ну вот, в принципе, я думаю, ответил. Что вы посоветовали бы тем ребятам, девушкам, которые тянут, говорят, что в первую очередь карьера, а потом семья уже в последнюю очередь? В этом случае что посоветуете? Вспомните слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит: кто из вас может жениться, пусть женится. То есть это нельзя откладывать. То есть карьера карьеры. Но мы, опять же, то есть мы можем посмотреть, я, правда, не любитель читать желтую прессу, да, мы можем посмотреть, и любой может просмотреть и проанализировать, как известные актеры, актрисы, телеведущие и так далее, то есть которые мечтают о своей карьере, живут карьерой, как они страдают впоследствии. То есть это не принесет счастья в любом случае человеку. То есть это в любом случае это путь, уводящий от правильной цели. Это путь, ведущий к несчастью. Поэтому, ну, возможно, и другие, конечно, крайности. То есть вот здесь можно вспомнить и такую крайность, например, случай из жизни пророка, саллаллаху алейхи, когда сподвижники, которые... Можно я перебью? У нас сейчас звонок есть, да. Давайте примем и продолжим. Алло. Сейчас пока связываются. Да, случай при жизни пророка, саллаллаху алейхи, когда сподвижники, которые жаждали, желали быть более богобоязненными, думали и говорили о том, что вот пророку, саллаллаху алейхи, были прощены все грехи, поэтому мы не будем, значит, разговляться, будем все время поститься, будем все время ночью молиться и так далее. Когда это дошло до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, он вызвал их к себе и сказал: ведь я поистине посланник Аллаха, и я более богобоязнен, чем вы, но я, то есть, пощусь и разговляюсь. Я молюсь ночью и сплю, и я также женюсь, потому что эти сподвижники, юные и молодые, сказали, что не будут вступать в брак. То есть, опять же, из желания что? То есть, возможно, добиться какой-то высокой цели. Да? Высокой цели, то есть, они хотели быть более богобоязненными. То есть у них такие мысли были, потому что крайности могут быть как бы и так, и так. Крайности, да. Но посланник Аллаха дал четкое руководство, да, что это его сунна. Поэтому жениться является сунной. То есть и все мусульмане должны это понимать, что это является сунной посланника Аллаха. И это является сунной всех посланников, как это подчеркивается, в принципе, и во многих аятах. То есть и потом праведный ребенок – это наследие. У нас снова звонок есть, давайте примем, потом продолжим. Алло, мы слушаем вас. Салям алейкум. Алейкум салям. У меня вопрос к гостю в студии. Я хочу спросить, суру Ясин можно умершему человеку читать? Вопрос понятен? А можете повторить еще вопрос? Ясин, суру Ясин. Ясин, суру Ясин умершему человеку. Этот вопрос никак не связан с нашей темой, но тем не менее я отвечу на него. Да. То есть можно читать любую суру из Корана, в том числе и Ясин, умершему, и просить Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах Субхану ва Тааля принял это чтение. И можно также, если этот человек умер мусульманином, то есть чтобы Аллах Субхану ва Тааля даровал награду за прочтение этой суры этому человеку. Я не вижу в этом никаких проблем. Муфтиби, продолжим нашу беседу. И говоря о заключении семьи, о создании семьи, о браке, часто стоит вопрос среди крымских татар, вопрос ассимиляции, потому что очень остро стоит в последнее время после возвращения в Крым. Юноши, девушки заключают браки с представителями других национальностей. Как к этому относиться? С точки зрения ислама,
если брать с точки зрения ислама, то есть то проблем в этом нету. Да? Если как бы разная национальность, но одна религия, вступать в Нет, брак... если же религия другая. Если религия другая, то если, опять же, да, то есть если речь идет о том, что юноша мусульманин, а девушка не мусульманка, то на ней можно жениться исключительно в том случае, если она является либо иудейкой, либо христианкой. То есть это является исключением, которое Аллах Субхану ва Тааля дал как послабление нам. Вот. Но это как бы основа, да. А вот что касается нашего народа, на мой взгляд, в данном случае или в данной ситуации, все-таки желательно и очень желательно, чтобы браки были то есть чисто крымско-татарскими, чтобы не было смешения, потому что вследствие, к сожалению, вследствие вот той политики, которая ведется Российской империей, начиная с 1784 года, а то и ранее, то есть нас постоянно пытались уничтожить, стереть с лица земли. Поэтому это становится даже уже не, на мой взгляд, не просто средством, а какой-то даже целью. Ну как вот людей побудить, чтобы они заключали браки только с крымскими татарами и мусульманами? Не было желания заключить браки с представителями других национальностей. Что посоветуете этим людям, у которых есть желание, может быть, заключить брак? Ну, пусть побоятся Аллаха, пусть посмотрят на то, что говорит Аллах и его посланник. Ну и надо заниматься, конечно, просвещением, объяснять это все, вещать. И в этом смысле АТР, Аллах шкур, вот, выполняет эту функцию. Говоря о многоженстве среди крымских татар, оно не сильно распространено сейчас. Как это было раньше и как посмотреть на это со стороны ислама, если? Ну, многоженство – это отдельная тема. Я бы сейчас вообще, вообще бы не затрагивал сейчас многоженство, потому что это очень больной вопрос. Он требует отдельного, наверное, освещения, как отдельной передачи. Но мы посвятим отдельно, да, темы, поэтому да. вкратце, если могли бы ответить, что в этом случае... Ну, опять же, да, то есть традиция многоженства, она настолько как бы искоренена за счет светскости, которая есть, за счет светскости, которая появилась, что это уже воспринимается как нечто, ну, нечто чуждое нам. Хотя это не есть нечто чуждое нам. То есть это есть в нашей религии, и опять же, если мы копнем историю, мы найдем то, что и вы сказали, это было ранее у нас. То есть и это Аллах Субхану ва Тааля дозволяет, и в этом опять же есть мудрость. То есть Всевышний, Он тот, кто создал этот мир, эту вселенную. Он, то есть и те законы, которые Он установил, Он их установил с мудростью, поскольку Он всезнающий. То есть, во-первых, мужчин по статистике, то есть любой здравомыслящий человек может открыть, посмотреть статистику. По статистике женщин в любом государстве, в любой стране намного больше, чем мужчин. Это во-первых. Во-вторых, то есть войны постоянно и так далее. То есть мужчины истребляются, то есть их становится меньше. То есть, соответственно, женщин все равно больше. То есть, ну а как-то же эти мужчины и женщины должны существовать, как-то же они должны удовлетворять свои потребности, свои инстинкты. То есть создавать семьи, жить и так далее. Поэтому, продолжать род дальше. Естественно, да, продолжать род и тому подобное. Из этого вытекает еще один вопрос, может быть, смешной немного, но когда затрагивается вопрос многоженства, женщины говорят, раз мужчина можно иметь несколько жен, можно ли женщинам иметь несколько мужей? Ну, в этом случае, опять же, то есть я призываю женщин, которые задаются этим вопросом, просто вспомнить, кто они. То есть они мусульманки. Они должны быть покорными Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля так установил. То есть и с этим ничего не поделаешь. Это установление есть Всевышнего. Это есть закон, учрежденный сверху. И пройдем к следующей теме. Побуждает ли ислам к увеличению рождаемости? И часто люди спрашивают, ну, возникает вопрос, можно ли предохраняться? Очень важный момент на самом деле. Побуждает, несомненно. То есть есть известный хадис, в котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: женитесь на любвеобильных женщинах и много рожающих. Ведь поистине я буду гордиться вами
значит, вашей многочисленностью, есть разные версии этого хадиса, я буду гордиться вами в день воскрешения. Вот. И что самое интересное, тот сподвижник, который пришел и спросил об этом, то есть он сказал, что у него есть возможность жениться на женщине, которая обладает красотой и положением, но не может рожать. То есть и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям выделил это, то есть сказал, нет, женитесь именно на тех, кто, то есть на любвеобильных женщинах, которые теплые, которые способны любить своего мужа и так далее. То есть могут источать это чувство, да, и много рожающих. Вот. А как быть тем людям, которые не хотят иметь много детей, говорят, что там не смогут их содержать, не смогут там поднять их на ноги, поставить, там, обучить и дальше, чтобы они тоже создали семью и там построить дом. Многие говорят, что будет тяжело. Как этим семьям поступать? Что им посоветуете? Кстати, да, это вот на сегодняшний день очень часто можно даже такое слышать среди современных семей, которые говорят, вот есть один ребенок, вот есть два ребенка, все. Зачем плодить бедность, зачем плодить нищету, а как их кормить, а как их содержать. Опять же, то есть мы мусульмане, мы крымские татары, мы мусульмане, мы должны смотреть на эти вещи, то есть сквозь призму тех текстов коранических и хадисов, изречений посланника, которые есть. Как нас учит этому ислам. То есть ислам нас учит тому, что, во-первых, женитьба, сама женитьба, да, то есть сам факт женитьбы – это обогащение. То есть и это подчеркивается в аятах. То есть женитесь, и Аллах Субхану ва Тааля дарует вам богатство, дарует вам, это в аятах проходит. Это во-первых. Во-вторых, то есть каждый человек, когда он рождается на свет, каждый человек, то есть вне зависимости от того, кто его родители, богатые они, нищие они, способны содержать, не способны. То есть у каждого человека есть свой удел. То есть и это подчеркивается в хадисе от Ибн Масуда, где говорится о том, что человек формируется в чреве матери 40 дней и так далее, и так далее. Хадис длинный, и там упоминается. Затем приходит ангел и вдувает душу, то есть дарует душу этому на 40-й день. Плоду. Там есть нюансы, да, вообще говорят, после на 120-й день говорят. Дается душа, то есть, и сразу же определяется его удел. То есть уже в чреве матери ребенку, когда даруется душа, Аллах Субхану ва Тааля уже предписал. Предписание, да. Да, и он все, то есть независимо от того, кто его родители, его удел это как бюджет, я не знаю, как это, если говорить на материальном, да, уже бюджет зафиксирован на этого человека. То есть Всевышним, то есть то есть, если у человека будет такое понимание этого вопроса, то есть он никогда не будет думать и переживать об этом. Это с одной точки зрения. С другой точки зрения, то есть на самом деле этот вопрос, он был и ранее тогда. Более того, в том обществе, то есть если брать, опять же, да, арабов, кому был непосредственно направлен посланник, Аллаха, у них это было в более суровой форме. То есть они, арабы, в период невежества, они убивали своих младенцев, особенно девочек. Это было общественным, социальным таким явлением, которое далее осуждалось, естественно, кораническими аятами. То есть они это делали, опять же, из страха, нищеты, боязни. Это все было ранее, да? Что не смогут содержать. Конечно, их, да. Более того, то есть там же они жили, у них племенной образ жизни был, и постоянно были войны. Поэтому, когда девочка рождалась, у мужчин было чувство неприязни к этому, потому что это не будущий воин, то есть он не сможет приносить какой-то доход своему роду и так далее, и они убивали это. И ислам это осудил. То есть и были ниспосланы аяты, и не один аят, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Уаля тактуля ауладакум мин имляк». То есть не убивайте своих детей из-за бедности. В другом аяте говорится: и не убивайте своих детей из опасения, что они из опасения, то есть
того, что нагрянет эта бедность или будет бедность. И далее Аллах говорит, «Нахну нарзукухум». Обратите здесь внимание, то есть зрители. «Нахну нарзукухум». То есть Аллах Субхану берет лично на себя эту обязанность. Мы их наделим уделом. «Ва иякум». Он говорит, и вас также. То есть Аллах Субхану гарантирует удел, то есть и детям, и родителям. То есть мы наделяем его. То есть Аллах Субхану говорит о себе, мы наделяем. То есть не кто-то наделяет, а Аллах Субхану наделяет. Что касается аборта, кстати, не аборта, а предохранения, да, мы сказали? Да. То есть предохранение, оно разрешено, но опять же, то есть в виде исключения. То есть в виде исключения это очень важный момент, потому что основа брака – это размножение, то есть продолжение человеческого рода и так далее. Оно разрешено, потому что при жизни посланника Аллаха, это есть хадис, приводится от Джабера, говорится о том, что они прерывали половой акт, то есть, и это дошло до посланника Аллаха, о том, что они так поступали, и посланник Аллаха не осуждал это. То есть, и на основании этого сообщения ученые делают вывод о том, что это разрешено. Но есть другое изречение посланника Аллаха, где он говорит о том, что подобное прерывание является скрытым закапыванием ребенка. Льват. Это проявление, про которое говорится. Ну, то есть это образ такой. И на основании этого ученый, в частности имам ан-Навави, говорит о том, что предохранение можно, но крайне нежелательно. То есть, и очень важно еще отметить, что предохраняться можно, опять же, то есть с разрешения супругов. Потому что основа брака – это все-таки продолжение рода. Это размножение. И каждый супруг имеет право, то есть естественное право, на основании того, что заключен брак, продолжать свой род. Если возьмем поколение, вспомним поколение наших бабушек, дедушек, то у них в семьях было по 8, 10 и больше детей. А сейчас, если брать, то 2, 3 максимум, там 4. В этом случае как побудить наш народ, чтобы рожали больше детей, потому что продолжать род надо, чтобы нация восстановилась. Мы знаем, что количество современное, если ханство брать несколько миллионов, то сейчас максимум 300 тысяч. В этом случае, что народ, как ему нужно объяснить, чтобы побудить его? Постоянно это надо объяснять. То есть вот подобные передачи, может их повторы делать, то есть работать с молодежью, сделать какие-то площадки, я не знаю. Ну, это надо говорить, это освещать надо, об этом говорить надо постоянно, потому что многие люди на самом деле это не понимают. Ну, что значит на сегодняшний день иметь 2 детей? То есть 2 детей это значит, это, ну, замена это мамы верно, и папы, да? Да, это верно, это, то есть 2 породили 2. То есть это нет никакого прироста. Более того, поскольку смертность, если выше, то есть это будет идти на снижение, на уменьшение количества. Поэтому, то есть 3 это минимум, да? Это какой-то минимум 3. То есть это больше, естественно, должно быть. Но наш уважаемый Зеври-ага всегда говорит минимум 10. Да, но он говорит, минимум 6 должно быть хотя бы. Да. Говоря о воспитании детей, кто этим должен заниматься и какой имеет... ну, вообще, как нужно детей воспитывать, в каком духе нужно воспитывать? Это очень важный момент, да, потому что посланник Аллаха сказал, я буду гордиться вами, но гордиться он будет нами когда? То есть посланник Аллаха будет нами гордиться тогда, когда мы, то есть будем жить по исламу, мы будем действительно настоящими мусульманами и покинем этот мир мусульманами. То есть в этом случае он будет гордиться нами. Поэтому воспитывать вот, правильно в духе ислама, в духе наших традиций. А наши традиции, они, если их изучать, они полностью соответствуют исламу. То есть наши традиции. То есть надо вернуться вот к тем традициям, которые есть, к нашим истинным традициям.
Поскольку мужчина, он в основе воин, борец, добытчик, то есть и мало присутствует дома, то эта ноша, это бремя ложится в большей мере на мать. То есть, ну, конечно же, то есть отец тоже отвечает за воспитание. Ну, опять же, исходя из личного опыта, то есть, как правило, редко бываешь дома. То есть приходится рано утром уезжать. Да, рано утром уезжать, поздно ночью приезжать, и детей мало видишь. Поэтому, то есть, в основном это бремя ложится. И опять же, посланник Аллаха сказал, все вы пастухи и ответственны за свою паству. И мужчина, то есть, и далее женщина, говорит, женщина в доме своего мужа, она тоже пастырь, и она ответственна за свою паству. И это одна из ее обязанностей. Друзья, наша передача подходит к концу. И если есть пожелания, наставления, то можете обратиться к зрителям, и мы на этом закончим. Я обращаюсь к молодежи, призываю всех, чтобы они отнеслись к этому вопросу серьезно, поскольку та борьба, в которой мы находимся, она длинная. То есть, и опять же, то есть, если смотреть наш вопрос численности крымско-татарского народа, то есть сам факт того, что нас вот так постепенно убивали, уничтожали, говорит о том, что это вот явный геноцид. То есть поэтому отнеситесь к этому серьезно, и необходимо, то есть, увеличить наше количество. Вот. Не бойтесь ничего, бисмилля, знакомьтесь, женитесь, размножайтесь. Саумы, друзья, что пришли в нашу студию, а зрителям напоминаю, что мы сегодня говорили про демографию среди крымско-татарского народа, про создание семьи и про воспитание детей также говорили. И напоминаю, что гостем нашей студии был муфтий Крыма Айдер Бей Рустамов. Мы увидимся с вами ровно через неделю в это же время. Салах Нихау у нас.